Подарки для самых примерных избирателей. Они идут на выборы охотно и понимают, насколько важно участие в главном политическом событии страны. Азраил Гадабошев решил не откладывать и пришел с утра пораньше. Участие в голосованиях он принимает с 18 лет. И пропустить эти выборы тоже просто не мог. депутат шадидиш да. Цвей депутат авек амана России должба масма должба каква камаже вахр лилер политическое устройство я укрепление взаимоотношений республик. Каждый из избирателей делает свой выбор с надеждой на лучшие перемены в республике. Всего на 906-м участке таких зарегистрировано 1491. Правила голосования хоть и не поменялись, однако сама система хранения бюллетеней претерпела изменения. Теперь их ежедневно помещают в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером и запечатывают. Комфортные условия создали и для голосующих. Разобраться, куда и как пройти, помогут волонтеры Комитета по делам молодежи. Моя обязанность также является проводить наших избирателей в столовую, комнату отдыха, если нужно, комната молитвы. Там у нас есть все необходимое. Комната матери и ребенка для молитвы и отдыха. На избирательном участке предусмотрены все условия для комфортного избирательного процесса. Соблюдаются и антиковидные меры. С этими правилами избиратели знакомы еще с прошлого года. Дежурит и команда медиков. Их аптечка всегда наготове. У нас есть тонометр для измерения артериального давления, аммиак, если человеку станет плохо, предобморочное состояние. Есть карпло для сердца, от давления для повышенного и для пониженного. То есть у нас мы прям все тщательно подготовились, все медикаменты, все стерилизовано. Также у нас есть отдельная аптечка, там тоже есть, если какие-то отдельные симптомы, какие-нибудь другие могут быть. А были какие-нибудь случаи за эти 2 дня? Нет, все хорошо. Алхамдулиллах, никаких происшествий. Желание улучшить жизнь объединило сегодня всех жителей республики. 137 избирательных участков, более 230 тысяч человек и 1 правильный выбор. Процедура несложная, итоги важные. На участке также выдают памятки молодому избирателю для тех, кто голосует впервые. Ну а если у вас остались еще какие-то вопросы, их можно уточнить, перейдя на сайт по QR-коду. Всего в Сунже развернули 10 участков избирательных комиссий. Сам процесс голосования не занимает и 10 минут. Каждому на руки выдают по 3 бюллетеня. Голосуют жители за депутатов Государственной Думы и регионального парламента. Из мировой истории нам известно много фактов, когда представители народов десятки лет боролись за свое право принимать участие в выборах, принимать участие в голосовании. За нами это право закреплено Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Ингушетия. Хочется надеяться, что те, кто скептически относятся к выборам, считают, что их голос не важен, все-таки пришел на избирательные участки в эти дни и проголосовал, использовал свой бюллетень, не оставался равнодушным. Тем кандидатам, которые успешно пройдут эти выборы, хочется пожелать, чтобы они не забывали свои предвыборные обещания, не забывали наказы избирателей, не теряли связи с народом. В штатном режиме проходят выборы и в Сунжинском лицее на участке 901. В первый день голосования явка тут составила 26%, а это больше 600 избирателей из 2382. В числе первых здесь накануне галочку в бюллетене поставил и глава региона. Главный приоритет этих выборов – открытость. Видеонаблюдением охвачены все пункты, половина из которых ведут прямую трансляцию. Поэтому самое главное для избирателей – это не оставаться равнодушным и прийти сделать выбор. تغنا ومسلك حال يعني سك خرجة سك حلقة في رق أمن قايق دي ذروة وأمن إيش يبقى حما وصلوني ولي كمية ودي منستير ودي حلقاتش ويفتشها محمود علينا نقص خوش دقيقة وأمن قايق دي نهبط كرش تغنا سنخيت شو أمن يقين ثاني خرجة ورملا وسين باخت الورا قمن ديك عناق وقوي أن خيت شن قاش تصف أستخدم ده الأندلي ده شيء وقت يقيل ما فوق وقت ما ويبحن وقتها
сага аскашта сап, усхабяха масни кашта сибаахи тиру. В республике парламенте Госдуме харжа был депутаты ждал, в мягко беркат дахадолж, нахат, хардезал ирз дахадолж, в мох хосху болж, туалу болж, в индик дахудолж, халпажезен диал. Тем, кто не может проголосовать на участке, комиссия выезжает с переносными урнами. За нарушениями и порядком следят общественные наблюдатели. На данный момент, сегодня второй день у нас выборов, все проходит абсолютно спокойно. Люди приходят, голосуют, не выявлено ни одно нарушение за это время. То есть данный участок выборов без нарушений каких-либо. Единый и последний день голосования – 19 сентября. Итоги подведут не позднее 22 сентября. По партийным спискам не позднее 3 октября. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.